Добрый вечер. Пришло время подвести итоги этой недели. 170 рублей за кило. В этом году будем иметь снижение урожая на 30-35%. Вырастут ли в Коми цены на второй хлеб? Было счастье, да несчастье отрицали. Любое продление эвакуации медицинской – это снижение шансов его на жизнь и здоровье. Кому выгодно, чтобы Шугаяк штормило? И квартирный вопрос. У многих очень страшные дома. У нас еще не самый страшный дом. И то уже было жутко жить. Когда окончательное переселение не за горами. В начале о событиях, которыми запомнится эта неделя. Призыв главы республики, адресованный депутатам Госсовета. ЧП на шахте в Яриге. Неудачная попытка ограбления Сбербанка. Евгений Ершов освежит воспоминания. На шахте в Ухтинском поселке Ярига в результате обрушения породы в проходческом забое один человек погиб. Травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью. Всего же на аварийном участке в тот момент находилось 6 человек. Сейчас на месте продолжает работу следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Глава Коми выразил соболезнования родным и близким погибшего и поставил задачу Минпрому совместно с хозяевами шахты компании «Лукойл» проанализировать произошедшее и принять меры по минимизации риска возникновения трагедий в дальнейшем. Задача власти как исполнительной, так и законодательной – слышать каждого жителя республики. Людям нужны внимание, поддержка и забота. Такое заявление Сергей Гапликов сделал на встрече с председателем Госсовета Коми Надеждой Дорофеевой. Стороны обсудили вопросы грядущей сессии, на ней рассмотрят 17 законопроектов. На некоторые руководители региона попросил обратить особое внимание, в частности, на изменения в республиканский закон о некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан. Речь идет о том, что любые изменения, будь то реорганизация лечебного учреждения, его модернизация и закрытие, должны согласовываться с экспертами, чтобы оценить возможные плюсы и минусы нововведений. Депутатам, конечно, нужно прям, что называется, на стадии идеи подключаться к работе консультативных советов при органах государственной власти. И, конечно же, уже на этапе формирования самой законодательной инициативы с привлечением экспертов, специалистов, с учетом общественного мнения, вырабатывать те самые решения, которые дальше пойдут в Государственный совет и уже на уровне комитетов, экспертных групп будут рассматриваться в качестве уже предлагаемой законодательной инициативы. Тренировка перед президентскими выборами прошла в спокойной обстановке, без нарушений и инцидентов. Так оценил председатель избиркома региона Дмитрий Митюшев единый день голосования, который прошел накануне. В Коми 10 сентября выбирали депутатов в органы местного самоуправления в Воркуте, Инте, Троицко-Печорском, Ижемском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Княжпогосском и Ударском районах. Деловые круги Бахрейна заинтересованы в сотрудничестве с Коми в вопросах развития транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов, глубокой переработки древесины, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, а также в решении проблем моногородов. Об этом на встрече с постоянным представителем республики при президенте Григорием Саришвили заявил полномочный посол Королевства Бахрейн. Коми оказалась в списке 7 регионов страны, которые получат дополнительные средства на выплату региональных доплат к пенсиям. Об этом в рамках заседания правительства России заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ожидается, что 1 миллиард рублей будет распределен по запросу между Якутией, Камчатским, Приморским и Хабаровским краями, а также Архангельской и Московской областями. В активной стадии сейчас проходит бюджетное планирование, и на следующий год Минфин намерен привлечь в республику 2 миллиарда субсидий. Это 39 направлений. По ряду из них, где требовалась подача предварительной заявки, процедура согласования с Москвой уже пройдена. Например, это область сельского хозяйства, проведение кадастровых работ и предоставление жилых помещений детям-сиротам. Инта из центра угледобычи может переквалифицироваться в центр металлургии. Совершенно новая для республики отрасль промышленности легла в местную стратегию развития. Ее инициировала мэр приполярного города Лариса Титовец. На территории муниципалитета сосредоточены невероятные запасы газа, известняка и марганцевой руды. При детальном рассмотрении и правильном бизнес-подходе это новые рабочие места и иное бюджетонаполнение. Для сельских районов требуется построить 40 новых школ. Большая часть, почти 3 десятка, взамен ветхих учреждений. Об этом на рабочем совещании в Госсовете депутатам заявила вице-премьер Наталья Михальченкова. В этом году по итогам конкурсного отбора Коми получила федеральную субсидию почти 450 миллионов рублей на создание новых мест. Теперь задача использовать их максимально выгодно.
Полиция продолжает розыск мужчины, который 8 сентября совершил попытку дерзкого налета на одно из отделений Сбербанка в Сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка. В момент, когда сотрудница учреждения перебирала мелочь, которую принесла посетительница, в кабинку вошел мужчина и, вытащив предмет, похожий на обрез, потребовал наличность. Поиск по горячим следам, увы, не дал результатов. Сейчас правоохранительные органы проверяют содержимое записей камер видеонаблюдения соседних районов. Прокуратура республики на неделе получала лишь приятные впечатления. Она отметила свое 95-летие, а еще отпраздновала новоселье. Все подробности у Натальи Литкевич. Открытие памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга – событие для прокуратуры Коми знаковое. За 95-летнюю историю ведомства его сотрудники участвовали и в боях Великой Отечественной, и в локальных конфликтах. Их память собравшиеся почтили минутой молчания. Затем присягу на верность Родине, народу и закону перед памятным знаком приняли 5 молодых сотрудников. Так родилась новая традиция. Вы должны помнить, что прокуратура Российской Федерации имеет славную историю и традиции. Ее авторитет множился многими поколениями прокурорских работников, которые верно служили Отечеству и внесли существенный вклад в укрепление законности и правопорядка. Будьте достойны ветеранов прокуратуры. В этот день произошло еще одно значимое событие. Прокурор Коми совместно с заместителем генерального прокурора России Александром Гуцаном заложили капсулу для будущих сотрудников ведомства. Откроют ее в 2072 году. Спустя 55 лет наши коллеги почувствуют тепло наших сердец. Ведь именно в таком искреннем единении и связи поколений хранится великая тайна духовной силы и процветания нашей Родины, Российской Федерации. Но кульминацией юбилейных торжеств стало открытие обновленного здания прокуратуры Коми. Реконструкция, по словам прокурора Коми Сергея Бажутова, была выполнена в срок и обошлась в 256 миллионов рублей. В строй введено больше 2500 квадратных метров площади. Те условия, которые сегодня созданы, они позволяют абсолютно без оглядки на определенные условия рабочего места заниматься своей профессиональной деятельностью, заниматься тем, чем вы каждый день несете пользу для создания правовых условий в регионе. Люди, которые будут приходить на прием в это здание, будут чувствовать себя дополнительно комфортно при всех необходимых возможностях решения всех поставленных перед вами задач. После торжественного открытия прокурор Коми провел для московского гостя экскурсию по новым помещениям. Здесь появились просторные светлые кабинеты с новой мебелью и техникой, тренажерный зал, буфет, гаражный комплекс. С особой гордостью Сергей Бажутов продемонстрировал помещение нового музея и просторный актовый зал, оснащенный по последнему слову техники. Здание – это символ непоколебимости, символ нужности органов прокуратуры как сегодня, так и в будущем. Это символ того, что сотрудники, наши сотрудники, а именно сотрудники прокуратуры Республики Коми, будут работать в хороших, надлежащих условиях. Эти условия позволят более эффективно осуществлять их полномочия по надзору и соблюдению законов на территории республики. В завершении торжеств глава ведомства вручил благодарственные письма руководителям строительных организаций подрядчиков. Особо были отмечены дизайнеры проекта реконструкции Наталья Рочева и Татьяна Низовцева, а также автор памятника ветеранам, сыктывкарский скульптор Анатолий Неверов. Медицинские учреждения с собственной вертолетной площадкой. Таких в России единицы. Долгое время только федеральные клиники могли позволить себе такую, можно сказать, роскошь в оказании экстренной медицинской помощи населению. Но ситуация изменилась, и благодаря стремлению руководства Коми нам удалось получить федеральное финансирование строительства собственной вертолетной площадки. Безусловно, это большая для республики победа.
Но что она значит для Ухты, где площадка будет организована, и пациентов городской больницы? Давайте разберемся. С помощью экспертов, которых выслушала наш корреспондент Ольга Коняева. Строительство вертолетной площадки при больнице в ухтинском поселке Шудаяк. Это тема, которая на слуху уже, наверное, почти как год. Вроде бы такому проекту только зеленый свет, но есть и иное мнение. Якобы вертолетную площадку нужно строить за рекой, в 2 километрах от больницы. Может и так, но давайте по порядку. Площадка для посадки вертолета при больнице. Это рядом. А когда речь идет о спасении жизни при инфарктах, инсультах, остром коронарном синдроме, это рядом становится остро необходимым. Страшно, когда ты в отдаленном районе и срочно требуется медицинская помощь, а специализированные учреждения с современным оборудованием далеко. В Ухте и Сыктывкаре. И когда кроме как по воздуху больного не вывести. Там уже работает несколько лет у нас ангиограф. Там успешно применяются и коронаропластики, то есть те операции, при которых при остром инфаркте миокарда удается восстановить кровоснабжение сердечной мышцы для того, чтобы не было потом катастроф. Болезнь системы кровообращения – самая распространенная причина смертности в коме. В том числе и потому, что экстренная эвакуация критических больных в нашем регионе не всегда получается действительно экстренной. Огромные расстояния, отсутствие дорог. Страдают жители Ижемского, Усть-Илимского, Троицко-Печорского, Ударского района, Вуктыла, Печоры, Усинска. Санавиация для них порой единственный шанс выжить. Это слова медиков. Возьмем самый такой труднодоступный район, Усть-Илимский, с большим количеством ФАПов, но с низкой технической возможностью оказания помощи экстренной при том же коронарном синдроме. То есть пациент, допустим, попадает в Усть-Илимскую ЦРБ, там ставится, верифицируется диагноз, но состояние его настолько тяжелое, крайне тяжелое, что ему может помочь в его ситуации только стентирование, экстренное стентирование коронарных артерий. Как происходит экстренная эвакуация в Ухту сейчас? С Усть-Цильмы до Северной Жемчужины вертолетом примерно 40 минут. Плюс в реанимобиле из аэропорта Ухты, куда сегодня садятся вертолеты, до городской больницы в Шудаяге еще 40 минут. Получается слишком долго. Да и сама транспортировка, лишнее перекладывание больного – это дополнительная угроза жизни. Все зависит только от того, как меняется динамическое состояние этого пациента во время медицинской эвакуации. И если оно меняется настолько критично, что пациенту реально угрожает смерть во время медицинской эвакуации, либо существенное ухудшение прогноза, мы, естественно, должны максимально сократить плечо эвакуации. Нужна площадка для санавиации именно рядом с медучреждением, чтобы исключить долгую дорогу, настаивает врач Михаил Сурин. Такой проект для больницы в Шудаяге разработан. Сейчас проходит госэкспертизу. Но некоторые местные жители высказываются против. И их аргументы выглядят довольно убедительными. Один из таких – площадка при больнице будет небезопасной. Мол, пилотам может помешать туман, дым от соседней котельной. А приземление на территорию, окруженную лесом, чуть ли не самый опасный для вертолетов маневр. Откуда это взято, я вообще не понимаю. Во-первых, дымы от котельных везде, но они везде присутствуют. Никак не влияет на выполнение полета. Зимой, если, например, да и летом, дым от котельной это является своего рода ориентиром определения направления ветра и скорости ветра. Это говорит профессиональный летчик с 45-летним стажем. На такие площадки, где есть препятствия, все посадки осуществляются вне зоны влияния воздушной подушки. Таких площадок у нас очень много. Это практически все площадки на буровых, все площадки в деревнях, куда мы летаем по транспортным схемам. Это площадки по нефтегазопроводу. Вертолет выполняет зависание против ветра на высоте 5-10 метров над препятствиями для ориентировки по центру площадки. Затем вертикально снижается. Это и есть посадка без использования воздушной подушки, объясняет Анатолий Самойлов, заслуженный пилот России, который летал в том числе и на Ми-8. В этой истории он лицо нейтральное. Говорит, на закрытую площадку порой легче сесть. Здесь ориентиры четкие для геликоптера, в отличие, например, от аэродрома. Но суть даже не в этом. Безопаснее, небезопаснее. Везде должно быть безопасно. И с учетом этого и есть требования федеральные для строительства этих площадок.
По проекту площадка размером 22 на 24 будет оснащена светосигнальным оборудованием, в том числе и для ночных полетов. Сектор и курс захода на посадку определяется также специальными правилами, где нет препятствий и ограничений для авиатехники. Над домами и больницей винтокрылая машина точно кружить не будет, говорят авиаторы. Взять в пример хотя бы Сыктывкар. Тут целый аэродром в черте города, по нескольку рейсов в сутки. А в Шудаяге по плану раз 30 за целый год. В самой больнице установят пластиковые окна, чтобы шум, пусть и крайне редкий, меньше тревожил пациентов. Шумоизоляция больницы предусмотрена в рамках проекта. Это все входит в ту стоимость, которую нам рассчитали предварительно, 25-23 миллиона рублей. Хотелось бы отметить, что данная вертолетная площадка будет использоваться только в экстренных случаях. По нашим расчетам, это не более 2-3 раз в месяц. Поэтому данный уровень шума и данное количество использования площадки позволяет говорить о том, что не будет существенных изменений в уровне шума и в загрязнении окружающей среды. Еще один важный момент. Для безопасной посадки площадку нужно содержать. Тогда ни снежные вихри, ни туманы не помешают выполнить миссию санавиации. Кроме, конечно, нелетной погоды. Укатывать, расчищать от снега, включать световые ориентиры для точного приземления и контролировать процесс. Эти обязательства возьмет на себя само медицинское учреждение. Безусловно, предложение общественников достойное. Та вертолетная площадка за рекой, которую они рекомендуют, даже когда-то использовалась по назначению. Здесь есть свои плюсы и минусы. Она тоже недалеко от больницы, но по деньгам выйдет в копеечку. Дополнительные средства потребуются на создание поста охраны при площадке и ее круглогодичное, круглосуточное содержание. Да и сама реконструкция, как нам сообщили в Минздраве, выйдет в 50 миллионов рублей, что в 2 раза дороже, чем строительство посадочной площадки рядом с больницей в Шудаяге. И это даже без учета переноса линии электропередачи и обустройства подъездных путей от трассы. Ухтинец Вадим Мясников выступает за строительство площадки у больницы. И его удивляет мнение тех, кто считает, что площадка должна быть за рекой. Мол, добираться всего 5 минут, недолго, можно построить и там. Я лично проводил эксперимент, и совершенно очевидным является путь, который планируемый вертолетной общественниками площадки, очень неудобным, и он не позволит выиграть те драгоценные секунды, которые нужны для спасения пациента. И если ехать на машине от указанного места до больницы, то это занимает, по крайней мере, около 10 минут. За 8 месяцев этого года самые профессиональные пилоты нашего региона совершили 143 вылета для спасения более 200 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пострадавших в ДТП. Статистика по смертности на дорогах демонстрирует позитивные изменения, благодаря в том числе и привлечению санавиации. И сохраненных жизней может быть и больше. Самое главное – это человеческая жизнь. Мы нужны еще своим. Я вот нужна своему внуку Артему. Я ему нужна. Я нужна сыну, я нужна дочке, помочь ему, поднять его на ноги. Я не умею красивых слов говорить. Я говорю вот про себя, как есть. Да, временные рамки участия в федеральной госпрограмме по санавиации тоже играют роль, чтобы попасть под федеральное финансирование. Крайний срок – 30 ноября. А в случае со старой площадкой, той, что за рекой, сначала земле надо присвоить статус республиканской, провести кадастровые работы, что потребует минимум полгода. Площадка у больницы – вариант, который есть сегодня. И на нее получено немалое федеральное финансирование. Теперь дело за главгосэкспертизой, которая вот-вот должна выдать заключение на строительство вертолетной площадки у больницы в Шудаяге. Сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья продлена до конца года. Напомню, изначально завершиться она должна была 1 сентября, однако президент страны посчитал возможным дать регионам еще несколько месяцев на завершение последнего, 4-го ее этапа. В нашей республике это дополнительное время действительно необходимо, чтобы устранить все те недоработки, которые достались в наследство от прежнего руководства Коми.
Их выявляют в домах, построенных еще до 2015 года. Любовь Лапина о том, что еще предстоит сделать и уже сделано. Могу ответственно заявить, что в этом году программа по переселению нами будет завершена полностью с учетом устранения всех недоделок, которые выявлены по заявлениям граждан и контролирующих органов. А их, к сожалению, немало. Это цитата Сергея Гапликова, фрагмент интервью журналу «Регион». Глава Коми не обходит стороной сложную тему. Наоборот, он открыто комментирует ход всех работ. Выполнение программ переселения муниципалитетами на его личном контроле с самого начала. Едва он заступил на должность главы региона. А все потому, что уже тогда Коми, по сути, была в числе отстающих. Ситуацию нужно было спасать. При этом времени на завершение первых этапов оставалось не так-то много. За относительно небольшой срок нужно было не только завершить строительство первых объектов и, как позже выяснилось, исправить недоделки, но и активно приступить к реализации последующих этапов – 3-го и 4-го. Сделать все необходимое, с тем, чтобы все работы закончить, провести комиссию, и все соответствующие документы до 30 числа должны быть оформлены. Контроль на каждом этапе во всех задействованных муниципалитетах. Глава Коми на протяжении всего этого времени лично осматривал квартиры для будущих переселенцев и зачастую выявлял недочеты, которые требовал исправить в кратчайшие сроки. И вот теперь уже можно смело констатировать, значительная часть работы позади. Так, к примеру, ситуация в Сыктывкаре сегодня уже не вызывает опасений. Действительно контролируем, выезжаю каждый день туда и смотрим, значит, работы идут активно. Ну, плюс-минус день, так сказать, я думаю, что 100% в сентябре мы, значит, 3-й этап завершим. До официального завершения 4-го этапа еще целых 3 месяца. Срок продлил президент России Владимир Путин. Однако это не повод тянуть до последнего. Темпы Коми нисколько не сбавила. Так, в Сыктывкаре на начало сентября из 32 семей, претендующих на переселение, ключи от новеньких благоустроенных квартир получили уже 2/3. А исторический центр столицы Коми, где еще недавно устрашающе косили ветхие дома, сегодня изменил свой облик. Сейчас на этом месте пустырь, но еще недавно здесь стояло старое общежитие. Жилому строению по Кирова 66 было почти 90 лет. Здание уже давно представляло реальную опасность для жильцов. В итоге его снесли, и сейчас домовладельцы стали участниками программы по переселению. Последней из этого барака съехала семья Евсеевых еще год назад. В помощь в подборе жилья им оказали специалисты мэрии. Евсеевым было важно найти квартиру такого же масштаба, что была ранее. А сделать это было непросто. После тщательных поисков жильем все же определились. Теперь у них на 5 квадратных метров больше. Свой выбор многодетное семейство остановило на доме по улице Ярославской. Дом, во-первых, не многоквартирный. Меня это очень устраивает. Не шумно в плане том, что много людей, нету никаких лифтов, топания, таких вот машин много нет, даже припарковывающихся мало машин. То есть мало соседей, это достаточно хорошо. Друг друга знаем. Дом теплый, отопление регулируемо. Можно увеличить отопление, можно уменьшить отопление. Устраивает Евсеевых и размер квартплаты, и то, что окна выходят на южную сторону. Это значит, квартира светлая и теплая. Но самое главное, на обустройство внутренней отделки семья не потратила ни копейки. Все потому, что дом для переселенцев был сдан под ключ. Как отмечает Надежда, небольшие недостатки все же были, но и их застройщик устранил в течение месяца. Сейчас из нареканий только освещение во дворе. Фонарные столбы соединены между собой, но пока не подключены к городскому электроснабжению. Эту недоработку подрядчик также в скором времени должен устранить. Есть в Сыктывкаре новостройки для переселенцев и местечке Коч-Панчит. Сюда, к примеру, переехала семья Чувюровых. В целом новым домом довольна, но недочеты все же нашла. Частично незакрепленные стеклопакеты и местами вздутая от сырости фанера на полах. Знаете, я пока ничего плохого именно про эту квартиру, совсем прямо вот что-то сказать, что совсем плохо, я не могу. Еще, может, время покажет потом, как он себя этот дом поведет. Ну, на сегодняшний день жить можно, скажем так. Если бы они вот устранили эти мелкие, которые исправляемые эти недочеты, их можно сделать. Я думаю, что пока жить можно. Во время приемки квартиры семья Чувьюровых сразу указала застройщику на эти недостатки. Они чаще всего результат работы недобросовестных подрядчиков. Это то самое наследие прошлого, о котором ранее в интервью журналу «Регион» и говорил Сергей Гапликов. Отчасти поэтому с недавних пор мэрия Сыктывкара перешла от строительства новостроек к выкупу уже готового жилья. Надо отметить, замечания в таких случаях вообще отсутствуют. Так получилось с Буханцевыми. Взамен старой они получили новую квартиру. И теперь впервые за 16 лет инвалид первой группы самостоятельно может выходить на прогулку. Продолжением балкона стал электрический пандус, который работает по принципу лифта. Подъедет к пандусу, заезжает и, пожалуйста, вниз. Да, спускается и едем гулять, куда хотим. А так он никуда не уходил никогда.
как в заключении сидел там на Садовой. Новая квартира на улице Тентюковской оборудована всем необходимым. Широкие дверные проемы, ванны, выдвижные опоры и даже специальное сиденье для помывки в душе. Те, кто получил новое жилье, уверены, действие программы переселения нужно продлить. Решение об этом на федеральном уровне будет принято после оценки результатов нынешней кампании. Если продолжение будет, на новые квартиры смогут рассчитывать те, чье жилье было признано аварийным после 1 января 2012 года. Между тем, аграрии бьют тревогу. Урожай картофеля в этом году может стать самым низким за последние 20 лет. Виктория Палкина выехала в поля. Первый раз в этом году, что мы получили практически урожай, то, что посадили, даже того не взяли. Очень, нулевую урожайность получили. Это вот первый раз в моей практике такое. Некоторые даже говорят, мы посадили 46 ведер картофеля, а убрали всего 8 ведер. Это не бывало такое у нас республика. У нас все-таки картофельная республика наша. А что вот за год такой был в этом году, непонятный. За 40 лет работы на республиканской сортоиспытательной станции Валентина Габова видела всякое. Засуха, заморозки, потопы. Но лето 2017-го главный агроном запомнит надолго. На этих полях выращивают 9 районированных сортов. Первая копка показала, досталось всем. Даже проверенная временем «Аврора» подвела специалистов. Если он не отделяется от ботвы, то есть он пока еще не созрел. То есть период, когда он должен созреть за 90 дней, как будто он еще не прошел. Поэтому больше крупных партий пока нету. Но обычно этот сорт где-то числа к 15 сентября уже дает очень хороший урожай. В лучшие годы здесь собирали по 450 центнеров с гектара. Этой осенью не наберут и 200, переживают агрономы. Ситуация немного лучше на усть-коломских полях сортоиспытательной станции. Там, говорят специалисты, летом было не так много дождей, как в том же Сысольском районе. Но солнца все равно хватило не всем. Качество картофеля ниже обычного. На сегодняшний день у нас по содержанию крахмала, если мы в другие годы в клубнях крахмал был где-то 18-17% и выше 20% получали. В этом году самое большое содержание крахмала в клубнях где-то 12%. Это уже самый хороший по сортам, а некоторые даже нету до 10%. То есть это уже выходит, что сам вот эти урожаи клубни не добрали то, что для них вот это надо. Частники Сысольского района свой урожай оценивают не по содержанию крахмала. Для обычных сельчан главное, чтобы было много больших клубней. Прилузье, Кайгородок, Усть-Вым. Встревоженные садоводы звонят и из этих районов. Урожай такой, что даже нечего отложить на семена. Деревня Рай – пожалуй, самый звучный населенный пункт Сысольского района. Местные земли всегда славились плодородием. Но от этой осени сельчане просто в шоке. Многим не пригодились даже картофельные ямы. Сегодня здесь живут несколько десятков семей. Дружно картошку сажают, потом ее собирают. В этом году обошлись без песен. Радоваться было нечему. Для свежего урожая семьи Пельмиговых хватило одного угла в обычном погребе. Картофеля мало, и он мелкий. Выращивают второй хлеб сельчане на нескольких полях, но ни одна территория этой осенью не порадовала жителей деревни Рай. Картошки каждый год было много, нам хватало. И угощали, родственникам раздавали, а у нас родственников очень много. Вот в этом году это первый раз у нас такое, что вот картошка... Нет картошки, и помочь нечем. Скотинушку накормить тоже нечем. Хватит на 2-3 месяца, и все. Самую мелкую, мизинец. Никогда такую картошку не собирали, все на поле оставляли. Не нужна она была. А в этом году надо даже было и вот такую собирать картошку. Все собрали. Но справедливости ради отметим и тех, кому все-таки удалось добиться урожая. Житель Нивширы, например, напомнил о старом принципе – не класть все яйца в одну корзину. Высаживал он несколько сортов в одинаковой пропорции. Так сорт «Идеал», увы, подвел, но компенсировала недосдачу непридирчивая «Аврора». Все капризы этого года она выдержала. Видели, сколько картошки. И все такие здоровые вон. Все крупные. Это сорт «Аврора». И на семена, и для еды на всю зиму.
этот участок, в принципе, хватит нам. На этой неделе все крупные хозяйства Коми вышли на уборку урожая. Больше 200 гектаров картофеля аграрии республики надеются собрать оперативно. Иначе второй хлеб рискуют оставить прямо в полях. Техника вязнет в сырой земле. Синоптики прогнозируют дождливую середину сентября. Так что фермерам придется поторопиться, чтобы собрать хотя бы то, что выросло. Мы закончили посадку на 3 недели позже обычного. Естественно, картофель за это время вырасти полноценным не мог. Плюс очень высокая влажность в этом году, то есть бесконечные дожди, они привели к тому, что почва была значительно переувлажнена, картофель очень не любит этих условий, поэтому низкие температуры, плюс высокая влажность, плюс короткий вегетационный период привели к тому, что мы, в общем-то, в этом году будем иметь снижение урожая на 30-35% к уровню прошлого года. Сыктывкарские аграрии перешли на круглосуточный режим работы и в 2017-м под второй хлеб в этом хозяйстве отдали 85 гектаров. Сегодня на 7 участках 2 комбайна и несколько бригад. Мы, конечно, думали, что получше будет урожай, но вот показала уборочная, что, конечно, погода подвела. Но мало такой урожай собрать, сохранить его будет куда сложнее. Главный совет, который дают эксперты: картофель перед хранением нужно хорошо просушить. Иначе жители Коми рискуют вообще остаться без второго хлеба. Картофель в условиях влажного лета в этом году у нас имеет тонкую кожуру, водянистую мякоть. Поэтому он будет находиться при хранении в зоне риска. У многих дачников в этом году картофель просто плавал, находился в воде. Соответственно, им нужно принять мероприятия перед закладкой на хранение. То есть провести обязательно лечебный период, который длится от 14 дней примерно до 21. Золотым картофель на прилавках, конечно, не станет, но цена вырастет однозначно. Сегодня и за привозной источник крахмала просят около 30 рублей. Федеральные сетевики объявляют акции на свежий урожай. Впрочем, эксперты прогнозируют традиционный рост цен весной. Тогда станет ясно, как картофель перезимовал. В среднем в России аграрии не досчитались четверти урожая. По другим овощам картина схожая. Не подвела только капуста. Она в этом году у фермеров Коми уродилась знатная. Практически все села и деревни северных районов Коми объехал за несколько месяцев народный писатель республики, главный редактор детского республиканского журнала «Бикинь» Алексей Попов. Такую возможность представил грант компании «Лукойл». Проект издательского дома «Коми» «Литературные встречи на Северной земле» стал одним из победителей конкурса нефтяников. Елена Кононова продолжит. Вот на таком транспорте в минус 45 градусов мороза встречали Алексея Попова в отдаленной деревне Пельегоры Ижемского района. Туда, как утверждает местный житель, еще ни разу не ступала нога писателя. Да и сам главный редактор детского журнала «Бикинь» подтверждает, южные районы исколесили еще в год литературы, а вот в северные попасть всегда было проблематично. До многих деревень можно добраться только по зимникам. Да, было приятно, когда приезжаем на машине, а там встречает уже ямщик с лошадью, и там, естественно, сани. И мы туда перебрались, и через 20 минут были в Пельегорах. А там была малокомплектная школа, школа-сад, детсад, и вместе там начальная школа. Дети все собрались, учителя, воспитатели. Было так, из садика привели даже детей, чтобы посмотреть на живого писателя. Кажется, это старшие братья брали маленьких сестер на свои колени, и вот я с ними провел эту встречу. Ижемский, Печорский, Ухтинский, Княжпогосский, Усть-Илимский районы. Везде писателя встречали как дорогого гостя. В день проходило до 6 встреч с утра и до позднего вечера. В школах иногда даже отпускать не хотели. Просили провести уроки для всех классов. Ведь когда еще выпадет такая удача? Послушать настоящего писателя и взять у него автограф. Живых писателей где-то. Мне тоже в детстве казалось, что писателей уже нет живых. И даже в каком-то селе один мальчик очень-очень-очень осторожно подходит ко мне, но чувствую, что хочет ущипнуть, живой ли я или еще это сам.
Я говорю, давай ущипни. Он ущипнул. Я говорю, ой, значит, я живой еще. И они поверили, что писатель действительно может быть еще и живым. На каждой встрече Алексея Попова просто закидывали вопросами, как участвовать в конкурсах журнала «Бикинь», о чем писать, как прошло детство писателя. А юные ижемцы сильно удивились, когда узнали, что у литератора нет своей лошади. Взрослые читатели говорили все больше о творчестве. Чувствовалось, что люди соскучились по таким встречам. Поэтому Алексей Попов старался посетить как можно больше поселений. Благо, грант от Лукойла позволил не думать о дорожных расходах. В Ижемском районе мы были во всех селах и поселках, кроме Кипиева. Мы не доехали до Кипиева, потому что метель и дороги там не было. Мы с Няшабожа, там последнее село от Няшабожа это Чика. В деревне мы в 6 часов вечера провели встречу. Буран поднялся. Мы выехали обратно ночевать в Няшабож, застряли там на болоте. Думаем, все, уже это 9 часов. Ну, дорогу не видно, мы не могли выехать, это самое. И потом смотрим, свет дальний, едут 2 человека, 2 молодых человека на буране. И они нас вытащили, иначе бы там пришлось ночевать. Но это такие нюансы, которые мы есть график, есть это самое, люди ждут. Уезжал из района Алексей Попов не с пустыми руками. С каждой встречи привозил по стопке рисунков и стихов детей для журнала «Бикинь». Сегодня Алексей Вячеславович мечтает встретиться с читателями Инты, Воркуты. А еще хотелось бы съездить в село Харайвер, где тоже есть коми-читатели. Сразу после нас Виталий Шахов с авторской рубрикой «Проще говоря». А я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.